лаборатории в Шпице установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие ядовитого вещества БЗ, которое, по словам Лаврова, имеют страны Запада. Между тем, упомянутая швейцарская лаборатория его слова не подтвердила. Делегация из Сирийской Арабской Республики Башара Асада прилетела в Крым на проводимый подконтрольными Кремлю властями Ялтинский экономический форум. Об этом сообщает Первый Крымский канал и приводит комментарий представителя Сирии Мухаммада Самер Аль-Халиля. На данном этапе мне видится нашей первоочередной задачей развитие торгово-экономических отношений. Это касается как увеличения объемов двустороннего товарооборота, так и повышения объемов инвестиций. В Крым уже прибыла делегация из контролируемой Россией Южной Осетии. Приглашая иностранных граждан на территорию аннексированного Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Эрнесто Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу. Он рассказал о письмах, которые Че Гевара оставил на прощание детям, сообщает Первый Крымский канал. Начало в письмах было таким: если вы их читаете, меня уже нет с вами. А еще он всегда перечислял наши имена с приставками «дорогие мои» и просил нас хорошо учиться и расти хорошими революционерами. При этом Гевару внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. В Балаклаве в годовщину освобождения от нацистских захватчиков отметили проведением шествия, митинга, а также возложением цветов к памятнику Петру Новикову, командиру 109-й стрелковой дивизии Приморской армии. Памяти героических защитников Балаклавы в грозные годы Великой Отечественной посвящается. В мероприятиях участвовали представители подконтрольных Кремлю властей города, ветераны, так называемые ополченцы, школьники в военной форме, члены объединения Юнармия и военные. Впереди колонны проехали автомобили и мототехника времен войны. Роскомнадзор заблокировал собственную систему «Ревизор», с помощью которой ведомство следит, блокирует или запрещает в России сайты. Предположительно, это произошло из-за борьбы с мессенджером Telegram. О возможной блокировке «Ревизора» стало известно утром 18 апреля. Роскомнадзор попросил интернет-провайдеров перезагрузить систему. Сервис надзорного ведомства мог попасть под ограничения вместе с IP-адресами, которые блокируют в попытке запретить Telegram. Днем 18 апреля Роскомнадзор заявил, что система «Ревизор» работает в штатном режиме. Пасхальное перемирие в зоне конфликта на Донбассе сорвалось, ни дня тишины не было обеспечено, заявила по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске Дарка Алифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах экс-президента Украины Леонида Кучмы. По словам Алифер, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о риске дальнейшей эскалации конфликта. Подконтрольные Кремлю власти Крыма запланировали замену почти 250 лифтов в многоквартирных домах крымских городов. Об этом сообщил заместитель подконтрольного Кремлю министра жилищно-коммунального хозяйства полуострова Магомед Магомедов в ходе круглого стола, посвященного проблемам лифтового хозяйства, сообщает 18 апреля пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. 2 марта в многоэтажном доме на улице Балаклавской в Симферополе в результате падения лифта погибли женщина и ребенок. По данному факту возбудили уголовное дело. Российские власти Симферополя утверждают, что лифт последний раз проверяли осенью прошлого года. И о погоде в Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке плюс 12, Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц
в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. Сегодня мы в очередной раз поговорим о статусе Крыма после деоккупации, о том, будет ли создана крымско-татарская автономия на территории полуострова, и если да, то когда, какие моменты, проблемы ее создания на полуострове обсуждала специальная рабочая группа Конституционной комиссии Украины и к каким выводам пришли эксперты на сегодняшний день, мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Быть или не быть? После российской аннексии полуострова на материковой Украине заговорили о пересмотре существующего статуса Автономной Республики Крым и внесении изменений в Украинскую Конституцию. В частности, обсуждается вопрос присвоения Крыму статуса Крымско-татарской национально-территориальной автономии. В мае 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, законодательство Украины требует корректировок. Для разработки изменений, касающихся права крымских татар на самоопределение, он инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии. И добавил, изменение статуса Автономной Республики Крым поможет способствовать процессу деоккупации полуострова. Наша задача – захистити кримсько-татарський народ та його батьківщину в Криму. А стратегічно, крок за кроком звільнювати український півострів від російської окупації. Ми, хоча й з запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших этносов півострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал киевские власти за планы изменить статус полуострова в Конституции Украины. По его мнению, это ни к чему не приведет. Это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что работают по статусу Крыма. Завтра объявят, что изменили статус. Ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные перемоги. Одно из мнений, которое существует в украинском политикуме, что Крыму нецелесообразно предоставлять статус не только крымско-татарской автономии, но и статус автономии вообще. Так, в 2017 году лидер радикальной партии Олег Ляшко в эфире украинского телеканала 112 рассказал, что является противником идеи независимости Крыма. Он считает, Крым и ранее не следовало превращать в автономную республику. Мене дивує, наскільки люди, які сьогодні керують країною, наскільки вони недалекі. Я сьогодні чую повідомлення із парламентської трибуни. Вітаємо вас із тим, що Крим отримав автономний статус. 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум, в результаті якого Кримська область України стала автономною республікою Крим. І сьогодні нам кажуть, що це свято. Яке це свято? Я вважаю, що це величезна помилка була, коли Криму дали автономію, коли пішли на поводу московського керівництва. І тому це не свято. Свято буде тоді, коли в Україні буде відновлено мир, территориальную целостность нашей родной страны. 18 мая прошлого года, в годовщину депортации крымских татар, Петр Порошенко заявил, он готов внести в Верховную Раду законопроект о конституционных изменениях статуса Крыма, как только такой документ будет подготовлен. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте. Доброе утро. Итак, с самого, конечно, главного начнем. Президент в очередной раз, вот скоро будет, не то чтобы вот завтра, но скоро, 18 мая, будет годовщина того, как президент пообещал внести в парламент законопроект о статусе крымско-татарской автономии. Будь же таковой документ будет рабочей группой Конституционной комиссии подготовлен. И вот интересуюсь у вас, как у члена этой самой рабочей группы и даже главу одной из подгрупп,
в каком состоянии на сегодняшний момент, на 19 апреля, за месяц до объявленного срока, находится законопроект, если это вообще законопроект, или пока это даже не законопроект, а только некоторые принципиальные наработки и положения, и можно ли будет к 18 мая 2018 года успеть внести такой законопроект на рассмотрение, или сроки нереалистичны, нужно будет обсуждать еще? Давайте так, краткий ответ на ваш вопрос. Нет, не успеем. Теперь более широкий ответ. Есть целостный текст, проект изменений, он целостный. Он готов к тому, чтобы его рассматривали на всех уровнях, то есть и на уровне рабочей группы, Конституционной комиссии и Верховной Рады Украины. На данном этапе рассмотрение его проходит на первом из уровней, который я упомянул, то есть на уровне рабочей группы. Рабочая группа заседает сейчас практически еженедельно для того, чтобы шаг за шагом принимать статьи, которые были подготовлены до этого. По состоянию на вчера были утверждены некоторые статьи, по некоторым из статей остались открытые вопросы, над которыми продолжится работа на следующей неделе. С учетом того, в каком ритме мы работаем, с учетом того, что, к сожалению, не все члены рабочей группы исправно посещают ее заседания, в частности, некоторые народные депутаты по какой-то причине игнорируют и не приходят на эти совещания. С учетом этих всех нюансов, я могу предположить, что до 18 мая у нас будет текст согласован на уровне рабочей группы и вынесен на обсуждение Конституционной комиссии. Хорошо. Итак, если мы говорим о том, что буквально вот вчера закончилось очередное совещание рабочей группы Конституционной комиссии Украины, можете ли вы в двух словах обрисовать, что на сегодняшний день уже согласовано, какие позиции не вызывают, по крайней мере, в рабочей группе дискуссий, а какие еще предстоит разрешить? И если это, конечно, не государственная тайна. Нет, это не тайна, все заседания проводятся открыто, любой желающий может принять в них участие, поэтому это не конфиденциальная информация и не гостайна тем более. На сегодняшний момент согласовано несколько позиций. Одна из них и наиболее важная и принципиальная — это то, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине. Почему это важно? Потому что на самом деле, когда идут различные спекуляции на тему того, стоит ли давать автономию, не стоит ли давать автономию в Крыму, это есть следствие неправильной постановки вопроса. Потому что правильная постановка вопроса звучит иначе. Она звучит так. Вы поддерживаете самоопределение крымско-татарского народа в составе Украины или нет? И если на данный вопрос кто-то из украинских политиков ответит «нет», то мне интересно было бы посмотреть на такого политика. Потому что самоопределение крымско-татарского народа – это его естественное право. И то, что он это право реализует в составе целостной Украины, не нарушая ее территориальную целостность, это есть огромный успех для всех нас. В силу того, что это как раз-таки является инструментом для деоккупации, о чем мы говорили ранее. Я прошу прощения, Арсен, мне говорят, что у нас на связи прям сразу два слушателя. Давайте, пожалуйста, первый. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, вы можете говорить. Ну, я хотел бы по теме вашей передачи сказать, что дурак думкой богатеет. Крым уже окончательно в Россию вернулся и здесь будет пребывать. Спасибо вам за ваше мнение. Давайте мы послушаем теперь второго слушателя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Да, слушай, вы знаете что? Вот есть, говорят, есть хорошая украинская пословица. Казак думкой богатеет. Понимаете что?
Вы сначала попробуйте вернуть Крым на Украину, а потом придумайте все эти законы. А то какой-то блеф получается. Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. Вот тут как раз вернемся к разговору с Арсеном Жумадиловым. Вот тут довольно здравое возражение, дескать, от чего вы делите, шкуру неубитого-то медведя, ведь Крым до сих пор не возвращен под украинский контроль, а уже результат, мы требуем каких-то там изменений в его статусе. Действительно ли нужно сначала дождаться деоккупации? Или вопрос о статусе можно и нужно рассматривать до этого момента? Ну, во-первых, я бы не был настолько активен в благодарностях тем людям, которые откровенно хамят в прямом эфире. И меня неприятно удивляет, когда колонизаторы, заселившие неродную им землю, вытеснившие оттуда, по сути, коренной народ и оставив его в состоянии меньшинства, сегодня рассказывает о том, кто есть дурак, кто казак, кто прав, кто не прав. Поэтому я не был бы настолько щедр в благодарностях таким людям. Это первый момент. Второй момент – это то, что юрисдикция Украины над всей ее территорией, признанной в соответствии с международным правом, никем не оспаривается в международном сообществе, включая Крым, включая весь Донбасс. Соответственно, Украина, как суверенное государство, имеет полное право в соответствии со всеми своими международными обязательствами, в соответствии со своим статусом как суверенного государства, принимать решения по своим территориям. Так же, как Украина принимает решения по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Да? Никто не ставит под сомнение то, что Украина имеет право определять режим самоуправления в этих районах, каким образом, что будет там происходить и так далее, и так далее. Точно таким же образом Украина имеет полное формальное право определять статус Крыма. Это что касается формального аспекта. Что касается реального аспекта, то да, сегодня Крым де-факто не под контролем Украины, но завтра-послезавтра однозначно будет такая ситуация, когда все мировые лидеры будут вынуждены сесть за стол переговоров и все-таки разрешить крымский вопрос таким образом, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, и таким образом, чтобы право крымско-татарского народа на самоопределение, которое к тому времени уже будет реализовываться в виде автономии, было уважено. И мы хотим, чтобы это право и его реализация были закреплены уже на данном этапе. Потому что это, на наш взгляд, является серьезным, снова-таки, инструментом, рычагом влияния на международное сообщество, на некоторые страны за рубежом, которые могут оказать затем более предметную поддержку Украине в ее дипломатической, в первую очередь, борьбе за восстановление территориальной целостности. Хорошо, теперь от более общих вопросов к вопросам более частным. Представители некоторых политических сил предъявляют, скажем так, претензии по поводу работы рабочей группы. В частности, мы знаем, что Всеукраинское объединение «Свобода» говорила, что вот ее представители не были приглашены, и вы в прямом эфире одного из телеканалов приглашали, даже не вы лично, да, приглашали представителей от «Свободы» вступить и принимать участие в деятельности рабочей группы. Это произошло? Присоединились ли к вам новые члены? Или те, кто вот много лет уже работал, те и работают, а народные депутаты не отличаются дисциплиной? Дело в том, что ВО «Свобода», они не являются парламентской партией. Да, у них есть несколько представителей народных депутатов, но при этом это мажоритарщики. А в рабочей группе, в ее работе участвуют и официально, формально приглашены были именно представители парламентских партий. Всех, причем, включая оппозиционный блок. При этом каждое заседание проходило и проходит открыто. При этом
И здесь нет ничего удивительного. Представитель «Свободы», услышав приглашение, в том числе в свой адрес, прийти на рабочую группу, как вы думаете, он на нее пришел? Нет. Почему? Потому что было важно просто срезонировать на теме, сказать, что все плохо, а прийти и поработать желающих нет. Я еще раз прошу прощения, потому что у нас еще два слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Хотел бы сказать, это Максим Федорович, что вот это натужное желание утверждать, что Крым это Россия навечно, это как раз говорит о понимании того, что взяли чужое. Рано или поздно вопрос придется поставить. Поэтому пожелал бы делать, что должно, и будь что будет. И у меня такой вот вопрос. Если, допустим, проект этот пройдет, и Крым получит автономию в Украине, не приведет ли к это полной автономизации? Другие национальные меньшинства не потребуют ли тоже автономии? И в результате не получится ли именно то, что Путин и требует от Украины? Полной автономизации ее фактического распада. Спасибо. Спасибо и вам за вопрос. У нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, доброго ранку. Я вам скажу, я вже в Криму проживаю 45 років. І я знаю, те, що украдене, окупіровано, воно все одно вернеться туди, де воно було. Тому що весь світ проти. І я много знаю кримських татар. Хлопці такі і трудолюбиві всі. Багато є зрадників, які пішли в поліцію, як халуї, прислужують цій владі і готові вислужуватися все. Я думаю, от представителю задати вопрос. От як бути, коли вернеться Крим, і у ті халуї, хлопці, поліцаї, які, як служать цьому імператору, от як з ними бути? Тому що вони теж перевернуться і скажуть, а нас заставили, а хто вас заставив? Вот як бути? Я знаю, что вернется Крым в Украину, будет все нормально. Спасибо вам за ваш вопрос. Арсен Жумадилов. Итак, во-первых, не приведет ли статус автономии крымских татар в Крыму к требованиям автономизации других национальностей на территории Украины? И второй вопрос, что делать с теми, кто сейчас, будет ли предусмотрен в вашем проекте, что будет по вашему проекту с теми, кто сейчас перешел на службу России? Или это не вопрос о статусе автономии? По первому вопросу, это хороший вопрос, и именно поэтому я подчеркнул, что одна из норм, которые были уже согласованы на рабочей группе, звучит так, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народного самоопределения как коренного народа в Украине. Дело в том, что те национальные меньшинства, которые вполне возможно предполагал в своем вопросе уважаемый слушатель, они не являются коренными народами в Украине, они являются национальными меньшинствами. Что это означает? Это означает то, что у них за пределами украинского государства есть те государства, где они являются титульной нацией. У венгров есть Венгрия, у румынов Румыния, у болгар Болгария и так далее. Поэтому нет, не приведет. И то, каким образом мы формулируем эти изменения, они как раз-таки это и не предполагают. То есть они четко определяют то, на основании чего этот особый статус придается, а это основание, оно не присуще тем национальным меньшинствам. Что касается второго вопроса, это не мандат рабочей группы определять режим, каким образом будут преследоваться так называемые коллаборанты. Это является предметом регулирования в иных законопроектах. Мне известно, что они есть, эти законопроекты. Пока ни один из них не был рассмотрен и принят, но я думаю, что в скором времени это тоже произойдет. Но это параллельный процесс, которым в данный момент я лично не занимаюсь, но я знаю, что в украинской политике есть те силы, которые ведут работу над подобными законопроектами. Есть даже несколько конкурирующих документов, где основной посыл заключается в том, что когда человек является пособником оккупанта и именно работает в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, судебной власти, ответственность таких людей будет намного более жесткой
и суровые, чем, например, тех людей, которые просто где-то работали, скажем, в органе местного самоуправления в каком-нибудь сельсовете. И что ж, такая ответственность. Спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. А теперь с нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте. Доброго дня. Среди тех аргументов, которые сторонники крымско-татарского статуса автономии в составе Украины выдвигают уже сейчас, звучит так. Такое вот образование однозначно склонит на сторону поддержки Украины мусульманские и тюркские страны в мире, которые увидят, что речь идет о борьбе не только за территориальную целостность Украины, но и за права крымских татар, братьев по вере или по крови. По вашему мнению, действительно ли это поможет склонить мусульманские и тюркские государства в поддержку Киева, и почему, если это так, и почему этого не происходит сейчас? Неужели там ущемлений і преслідувань кримських татар зараз недостатньо? Ну, власне, ви вже майже відповіли на запитання. Звісно, це додасть певної поваги до позиції Києва, і тюркські і арабські країни будуть на це зважати, але слід розуміти, що це все ж таки залишаються внутрішні справи України, і власне, не варто очікувати якоїсь більшої реакції, ніж просто схвалення такої позиції або підтримка на международном рівні. И еще один к вам такой более общий вопрос. Когда мы говорим с представителями тех сторон, тех экспертов, которые поддерживают создание крымско-татарской автономии, они все, конечно же, говорят о том, что большинство в украинском политикуме или в экспертном сообществе выступают за крымско-татарскую автономию. По вашему мнению, есть ли консенсус в украинском таком в украинской интеллектуальной среде, или дебаты еще будут продолжаться? Ну, я не можу сказати, що існує консенсус. Насправді позиції дуже різні. А часто позиції ґрунтуються на тому, що люди не обізнані і сприймають все це в алармістських таких тонах. А дискусія в експертному середовищі продовжується. Власне, ключове питання – це питання довіри і питання доступу, рівного доступу до ресурсів різних етнічних груп в умовах, звісно, реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення в рамках України. От з цим, як всі в нашій країні, з проблемою доступу, тому існують побоювання, що таким чином не буде створені рівні умови для всіх. Я думаю, що це питання дискусії, питання розвитку нашої країни, оскільки це все взаємопов'язано власне, з тим станом речей, в якому ми перебуваємо. Что ж, большое спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы еще не обязательно не раз вернемся к обсуждению ситуации вокруг крымско-татарской автономии, за или против ее на территории полуострова. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. В России существуют специальные войска для захвата территории, эксперт. Евпатория проведет карнавал к открытию турсезона. Российских правозащитников заставили покинуть страну. Далее подробно. Главы представительств Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии обсудили в Лондоне стратегию противодействия российским кибератакам. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News, передает Укринформ. Премьер-министры также подтвердили свою готовность сотрудничать в отражении кибератак и в целом защиты системы правил и норм, которые десятилетиями обеспечивали, цитирую, «мир, стабильность и процветание». Исследования российской аннексии Крыма по открытым источникам показали, что в вооруженных силах России есть отдельная каста военных, которых используют для ведения захватнических войн. Об этом в эфире радио Крым Реалии заявил спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Ранее сообщество «Информнапалм» выложило в открытый доступ информацию о 1097 российских военнослужащих, которые, судя по данным из различных открытых и закрытых источников, участвовали в аннексии Крыма. Евпатория откроет курортный сезон карнавалом, сообщила Первому Крымскому каналу подконтрольная Кремлю председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко. Детей не забыть там одеть в карнавальные костюмы, но взрослым тоже по возможности постараться окунуться в детство, вернуться в детство. И, наверное, у кого-то есть какая-то мечта, кто-то в детстве хотел быть каким-нибудь там сказочным героем, не получилось. Идти в праздничной колонне будут не только местные жители, но и гости из разных регионов Крымского полуострова. Активисты незарегистрированной организации возрождения казахо-ишорского народа из Кемеровской области Яна и Владислав Танагашевы вынужденно покинули Россию. Вместе с детьми они обратились за убежищем в представительство одной из европейских стран. Причиной стали преследования со стороны региональных властей, спецслужб и угольных компаний. Об этом изданию «Сибирь Реалии» сообщила представитель антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. По информации правозащитников, за семьей Танагашевых постоянно велась слежка, их телефоны прослушивались. К ним домой неоднократно приходила полиция с рекомендациями не участвовать в правозащитной деятельности, а сотрудники Федеральной службы безопасности передавали угрозы, вызывая на беседы знакомых и родственников активистов. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 12 градусов, на Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 13. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. Доля теневой экономики в аннексированном Крыму составляет около 37%. Таковы данные Росстата. Эту информацию обнародовали в Москве на заседании, посвященном вопросам экономического развития Крыма. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, в настоящее время уровень жизни в аннексированном Крыму существенно ниже среднероссийского. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». Что касается ведения бизнеса на полуострове, по словам Фатеева, крымчанам труднее всего адаптироваться к российским законам и системе налогообложения. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что экономика Крыма в 2017 году достигла рекордно высоких показателей за последние десятилетия. Отчитываясь об успехах российского правительства Крыма, за прошлый год он сообщил, экономика выросла на 10%. В соседней России, по данным Росстата, доля теневой экономики составляет чуть более 20%. Как отмечает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, это в 2 раза ниже оценок Международного валютного фонда. Вот каждый третий необлагаемый налогом рубль – это много или мало? Для того, чтобы разрешить этот вопрос, мы поговорим. С нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте.
Да, доброе утро. И вот давайте мы начнем, конечно, с обсуждения, собственно, вот этой вот цифры в 37% экономики Крыма в тени, которую объявил Росстат. Вот по вашему мнению, во-первых, эта цифра, она близка к действительности или далека? И если она действительно близка к реальным показателям, то это много или мало? Ну, я думаю, что она где-то так коррелирует с реальной действительностью, эта цифра. Тем более, что она вполне соответствует тем показателям, которые и Всемирный банк приводил, когда анализировал экономическую ситуацию именно в целом по России. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то серьезные могут быть там изменения. Другое дело, что там почти 40% экономики, находящейся в тени, это, наверное, не очень хорошо, поскольку общеевропейский или общемировой показатель в районе 10% приблизительно. И, в общем, сама по себе теневая экономика – это не всегда плохо. Поясните, пожалуйста, эту мысль. Но дело в том, что значительная часть крымчан, и в том числе и россиян, они не могут себя найти на официальном рынке труда. И поэтому, естественно, люди ищут какие-то непостоянные заработки или работу на неполный рабочий день. И, собственно говоря, вот возможности, которые предоставляет нам вот этот сектор серой экономики, он позволяет сглаживать социальную напряженность в определенной степени, потому что если бы не было, скажем, вообще теневой экономики, я думаю, мы бы имели то, что вот имеют нормальные развитые страны, когда люди теряют работу, они просто выходят на улицы и требуют от правительства решения вопросов занятости и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы говорим уже о крымской нашей экономике, я хорошо помню 2014 год, когда наше замечательное правительство практически каждый квартал повышало МРОТ. Знаете, что такое МРОТ? Минимальный размер оплаты труда. Это, да, минимальный размер оплаты труда. То есть, соответственно, когда они повышали МРОТ, а у предприятий нет оборотных средств даже для того, чтобы платить заработные платы людям в полном объеме, люди переходили на неполный рабочий день. Это, так скажем, в официальной отчетности. Хотя продолжали трудиться, как правило, полный рабочий день. Это вот как раз тот случай, когда теневая экономика стимулируется самим правительством. Хорошо. А есть ли какие-нибудь предпосылки к тому, что с такой ситуацией будут бороться? Потому что, как представляется, если серая экономика сейчас сглаживает определенную социальную напряженность, но ведь налоги-то с серых доходов не платятся, соответственно, меньше остается денег на социальные выплаты. Не аукнется ли это потом? И если да, то будут ли бороться с теневой экономикой в России? Вы понимаете, я уже сказал, что теневая экономика сама по себе это не очень плохо. Вот именно в условиях таких, как Российская Федерация или, скажем, Крым. Вот. Поэтому, что тут можно сказать? Прямо этим. В данном случае вы можете сказать, будет ли российская власть бороться с теневой экономикой, или она тоже считает, что все более или менее в порядке и махнет рукой? Нет, безусловно, они будут пытаться ее снижать, эту теневую экономику. А что тут можно сказать? Конечно, они хотят, чтобы и домохозяйка, которая взяла 2 детей и помогает другим родителям содержать их. Угу. Сейчас, секундочку. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев заявил, что сегодня крымский экономический потенциал используется далеко не в полной мере. Для крымской продукции закрыт внешний рынок, активно действует теневая экономика, действуют, и цитирую, спекулянты-перекупщики. И практически не работает финансово-кредитная система, ограничены кредитные ресурсы, а ставки по ним сильно завышены. Это является одной из причин
такого высокого показателя теневой экономики. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев констатировал, что в настоящее время уровень жизни в Республике Крым остается ниже среднероссийского, инфраструктура и оборудование сильно изношены, инвестиции в основной капитал более чем на 40% состоят из бюджетных средств, а местные предприниматели жалуются на недоступность кредитов. По его словам, до сих пор основная специфика работы бизнеса в Крыму – это переход из одной юрисдикции в другую. Компаниям приходится тратить время и средства на адаптацию к российским законам и правилам налогообложения. Большие средства в Крым приходят по линии госзаказа, однако вместе с финансированием на полуострове выросла и конкуренция. С нами на связи Тарас Загородный, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Российская статистическая служба Росстат опубликовала информацию о том, что в Крыму на сегодняшний день уровень теневой экономики составляет 37%. Можно ли, есть ли хоть какие-нибудь там цифры, которые бы свидетельствовали о том, что в Крыму во время украинского суверенитета над полуостровом эта цифра была такой же, выше, ниже, или в Украине теневой экономикой вообще никто не интересовался, ничего не подсчитывал? Не, ну почему же? В Украине всегда подсчитывали теневую экономику. В принципе, сейчас она составляет приблизительно 40% от официальной экономики. Вот, поэтому цифры, которые опубликованы относительно Крыма, они, в принципе, релевантны, и можно говорить, что очень близки к правде. Почему? Потому что теневая экономика рождается всегда в коррумпированном государстве. И она остается таким, потому что бизнес просто прячет свои доходы и старается лишний раз не попадаться на глаза коррумпированным чиновникам. Либо сами чиновники создают коррумпированную систему, которая создает теневую экономику для того, чтобы избегать налогообложения и проворачивать просто коррупционные сделки. Так, хорошо. Это, как бы мы более или менее понимаем, почему эта теневая экономика возникает. Но если сейчас уходят от налогообложения бизнесмены по разным причинам, то не приводит ли это к тому, что в отдаленном там будущем этих денег, недополученных с налогов, будет не хватать для социальных выплат, и ситуация только ухудшится? Или прямой зависимости тут нет? Нет, что касается... Нет, есть, конечно, такая прямая зависимость. Это связано, в первую очередь, с дефицитом пенсионного фонда. То есть будущие нынешние предприниматели или люди, которые работают в тени, они столкнутся с тем, что их отчисления в пенсионный фонд, они будут недостаточны для того, чтобы получить нормальную пенсию. Это солидарная система, всегда такое существует. Что касается Российской Федерации, то пока Российская Федерация там уровень поступлений денег от нефти и все остальное позволяет пока финансировать такие, не на таком хорошем уровне золотые времена, как до 2014 года, но позволяет финансировать в том числе и теневую экономику, официальную экономику, социальные выплаты. То есть денег пока хватает всем. В таком небольшом уровне, но пока достаточно. А можем ли мы сравнить ситуацию, которую там Росстат опубликовал по Крыму, с ситуацией, которая находится, с территории материковой Украины? Можем ли мы говорить, что, например, на материковой Украине теневая экономика там меньше 30% или больше? Нет, это приблизительно такая же цифра, как была, так и остается. То есть, в принципе, Украина сделала большой шаг к борьбе, в первую очередь, с коррупционными потоками, то есть такого беспредела нет, как в Российской Федерации. Но, в принципе, пока люди и бизнесмены пока не ощущают таких конкретных шагов, которые позволяли им показывать свои теневые доходы для того, чтобы не бояться, что просто придут и заберут. То есть, в принципе, то, что происходит в России, в Крыму, по крайней мере, это как раз как ситуация близкая как самой России, где тоже в тени достаточно много экономики находится, так и, в принципе, соответствующий тип экономики, как близкий к украинской.
Но вот, тем не менее, тот же Росстат, опять же, мы должны верить ему на слово или можем сомневаться, но вот он полагает, что в среднем по России, хотя мы понимаем, что Россия очень большая, и там могут быть разные показатели, так вот в среднем по России получается теневая экономика около 22%, что, конечно же, больше, чем там должно быть в европейских странах, но тем не менее, все-таки пониже, чем в Крыму, или, если верить вам, если я вас правильно понял, то даже ниже, чем в Украине. Вот это связано с тем, что Росстат бесстыдно манипулирует, или какие-то другие причины, почему в среднероссийский уровень поменьше украинского? Ну, это как бы, ну, во-первых, статистика вещь гибкая, это вопрос, как они это считали, каким образом они высчитывали теневую экономику, потому что разные методы есть подсчета теневых доходов и теневой экономики. Но я не исключаю, что это так по одной простой причине. Уровень вмешательства и присутствие государственных активов в экономике достаточно высок в Российской Федерации, да, а это означает, что, как бы там ни говорили, но это повышает уровень прозрачности, как это не смешно говорить. Просто больше государства, там, да, больше на чиновников, и, соответственно, чем меньше бизнеса, тем меньше теневой экономики. То есть, в принципе, я не исключаю, что возможно такое быть, потому что просто там государственные корпорации, да, большие, около государственной корпорации, и они фактически вытесняют частный бизнес из экономической деятельности в Российской Федерации. То есть, если раньше, там, в 90-х все мечтали быть бизнесменами, да, то уже в 2000-х все хотели работать в «Газпроме», да. То есть, как бы это вот показывает, что, в принципе, возможно, что 22%, но это не за счет того, что такое качество экономики, а за счет того, что просто государство больше в экономике, чем частного бизнеса. Раз уж мы затронули эту тему, позволю себе еще один такой вопрос, более общий, более глобальный. Вот государственная доля в экономике, государственное управление предприятиями, это в целом хорошо или в целом плохо? Является ли государство эффективным собственником? Или все-таки лучше и правильнее все отправить на приватизацию и там наслаждаться только стратегическими предприятиями? Или все-таки либертарианство в данном случае несколько преувеличивает, и государство не так уж и плохо справляется? На примере России и Украины. Если говорить про Россию и Украину, то, конечно, качество управления государственными предприятиями достаточно низкое, поэтому тут, знаете, тут палка о двух концах. Как бы. В действительности государственная собственность имеет, управление государственной собственностью имеет много плюсов в том смысле, что рынок никогда не зайдет туда, куда зайдет государство. Там, да, например, финансирование каких-то долгосрочных проектов, которые бизнес никогда не пойдет делать, там, да, по многим причинам. Вот. Но они нужны для поддержки, например, социальных программ, для поддержания, например, платежеспособного спроса, для поддержки финансирования инфраструктурных программ, которые бизнес никогда не будет финансировать. То есть, в принципе, тут рынок сильно преувеличен в действительности, и это нам навязывают часто некоторые неолибералы, которые рассказывают об эффективности рынка. Рынок часто заканчивается, особенно при слабых институтах, монополией. Поэтому в данном случае, что касается Украины и России, конечно, низкое управление частными структурами, государственными структурами. Многие предприятия, ну, по крайней мере, в Украине, я считаю, лишними, которые не должны находиться в государственной собственности, например, там, производство там, каких-то продуктов питания, различных резиденций, баз отдыха, которые, в принципе, спокойно можно избавляться, они не имеют никакой практической ценности, лучше отдать в хозяйственный оборот. Поэтому, если говорить с точки зрения, смотреть на то, как управляется государственная собственность в России и Украине, то, конечно, кажется, что нужно бы от нее избавиться. Но, знаете, это как лечить головную, это как лечить, например, у вас палец болит, да, вместо того, чтобы смазать его зеленкой, там, улучшить
качество управления предприятия. Вот так называемые либералы предлагают отрубить палец там, да. Вроде проблему решили, но и пальца нет там, да, как бы, но он побаливает. То есть вот в принципе, чему часто эти неолиберальные рецепты опасны, и опасное заблуждение, то, что государство не может быть эффективным собственником. Может быть, в Китае огромный процент государственной собственности, очень большой процент в той же Европе присутствует государственная собственность, либо участие государства в качестве налоговых льгот в тех же Соединенных Штатах Америки, в тех же протекционистских мерах и так далее. Поэтому это очень такая скользкая, не скользкая тема, очень много мифов вокруг того, что частный собственник все придет и всех спасет. Первый наш эксперт, с которым мы говорили, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма, сказал, что в среднем в европейских и в других развитых государствах доля теневой экономики должна составлять, более или менее наблюдается в пределах 10%. Можете ли вы согласиться с этой точкой зрения или оппонировать ей? Это в действительности так, около 10%, 10-15% это считается нормальная доля в теневой экономике, и теневая экономика всегда существует. По разным причинам, которые являются объективными. А в развитых странах, да, это так. Я тут полностью поддерживаю мнение эксперта. Это в действительности зависит во многом от того, как управляется государством. В первую очередь размеры налогов, так, готов ли ментально бизнес платить, например, такие налоги, или будет искать лазейки для того, чтобы просто убежать из этой юрисдикции. Я тут полностью согласен с мнением эксперта. Есть ли возможность и, самое главное, есть ли необходимость нынешней Украине сейчас бороться с такой теневой экономикой в пределах 30%, чтобы приблизиться к европейским показателям? Или пока можно или допустимо оставить все как есть, чтобы тень сглаживала социальную напряженность? Надо заниматься, искать причину возникновения теневой экономики, а не бороться с теневой экономикой. Если государство будет бороться с теневой экономикой, это все закончится тем, что люди просто разбегутся, никто не будет платить чиновникам дополнительные налоги, да. Тут надо искать, улучшать управление, снижать налоги, да, для того, чтобы люди ментально были готовы платить те деньги и доверяли государству в первую очередь в том, что оно потратит эти деньги так, как нужно. Налоги же платятся в основном из-за того, что люди не понимают, а куда они идут. Да, мы вроде что-то платим, а качество управления не повышается, да, дома очень не понимают, зачем я должен платить налоги, я лучше не буду платить налоги, спокойно себе буду жить и просто буду договариваться с чиновниками. Вот, собственно, и все. Не надо бороться с экономикой, она в действительности сейчас, это теневая экономика, она реально является настоящей экономикой, да, рыночная экономика, она не дает упасть жизненному уровню. Вот, и знаете, снова не надо, опять же, принимать особенного внимания европейский опыт. Почему? Потому что Европа во многом может себе позволить те методы, которые у них есть. Они накопили уже достаточные богатства во времена либеральной экономики, да, и чтобы уже вот такими вот достаточно левацкими методами бороться с теневой экономикой. Я все-таки больше тут обращал на экономическую политику Соединенных Штатов Америки. Можете ли вы дать какой-нибудь рецепт, который будет одинаково приемлем для территории материковой Украины и для территории Крыма, который находится под российской юрисдикцией? Или настолько в нынешней России ситуация отличается от нашей, что никакого общего рецепта не может быть? Общий рецепт появится после того, как оккупанты вернут Крым, в первую очередь, Украине, да. А тогда можно говорить о каких-то общих рецептах, потому что, конечно же, разница в экономиках очень сильно ощущается, почему это и чувствуют предприниматели Крыма, которые фактически сворачивают свой бизнес, что давление государства сумасшедшее, и он вытесняется. То есть в России уже последние 15 лет реализуется фактически политика
политика выдавливания частного бизнеса из экономической активности. Так, там все-таки нарастает количество корпораций, государственная служба. Почему? Потому что Россия пока себе может это позволить из-за присутствия нефтедолларов, да, в экономике. Они просто не дают возможности родиться тому среднему классу, они фактически его нанимают себе на работу и не дают возможности, ну так, политически стабильность, так называемую, это создает. В Украине все-таки наоборот, денег такого количества нет для того, чтобы нанимать в государственные структуры. Поэтому как бы частный бизнес более активен, активнее развивается, и все-таки есть курс на сокращение присутствия чиновников в экономике, повышение прозрачности, ликвидацию коррупционных схем. То есть разница мы уже идем в диаметрально разные стороны. И уже в завершение программы, если можно, такой вот небольшой прогноз от вас. В последние годы, ну, последние там, может быть, пару лет, по крайней мере, с августа 2017-го в украинском информпространстве довольно часто можно встретить мнение, что российская экономика после западных санкций, которые продолжают нарастать, рано или поздно коллапсирует, и Россия фактически станет банкротом. Можете ли вы сказать, что это оправданные прогнозы или это необоснованный оптимизм? Нет, это оправданный прогноз, это можно уже видеть по динамике исчерпания, в первую очередь, резервного фонда, фонда благосостояния, они фактически уже ликвидированы, либо один. А пока есть золотовалютные резервы, которые позволяют поддерживать критический импорт, пока есть более-менее приемлемые цены на нефть, но в долгосрочном периоде, учитывая введение санкций, например, на нефтегазовый сектор, который не позволяет вводить новые месторождения нефти и газа, это стагнации все равно будет приводить, потому что действующие месторождения истощаются, денег для их поддержки не будет, да, поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, не так быстро происходит, но, конечно же, происходит, как это было с Советским Союзом, тут один в один. Ну, плюс еще нужно исходить из того, что Россия не такая замкнутая экономическая система, как был Советский Союз. Очень большая зависимость от многих позиций товаров, да, очень большая зависимость от импорта, российская элита полностью живет на Западе. Поэтому в этом отношении процесс удушения, он все равно происходит, если внимательно посмотреть. Вот. И, ну и плюс, как бы, уже пошли, как бы, уже другие санкции, которые не связаны с Украиной, да, там уже идет, то есть, как идет в едином пакете, связанные с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах Америки, и в конце концов, а это прощаться точно не будет, да, в конце концов, это мы уже видим на примере Дерибасского, что «Русал» вчера была компания, а сегодня ее фактически нет. Это сигнал рынку, что санкции могут быть введены в любой момент, и просто российские предприниматели становятся токсичными на Западе. А это невозможность получить финансирование, рефинансировать свои долги, ну и так далее. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Загородный, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов говорит, что российские бизнесмены стали с опаской относиться к деятельности в Крыму, оглядываясь на экономические санкции Запада. И он предлагает законодательно разработать и применить меры по защите работающих на полуострове инвесторов. По его мнению, их можно прикрыть трастовыми схемами, когда российским налоговикам известны реальные предприниматели, но их имена закрыты для публики. В свою очередь, президент Института развития туризма и курортного дела Виктор Кружалин отмечает, что необходимо научное сопровождение турбизнеса в Крыму и переподготовка кадров турперсонала в вузах. К тому же многое решается сверху. Из Москвы нужна активная встречная волна снизу из муниципальных образований. Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян в свою очередь считает, что в Крыму очень часто меняются главы городских районных администраций, что мешает реализовывать намечающиеся экономические проекты. Мы обязательно вернемся к теме экономики Крыма, как только наши цифры будут уточнены в новом текущем 2018 году. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новости в эфире Радио Крым Реалии. Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Протесты в Ереване, среди задержанных есть несовершеннолетние. МИД Украины предупреждает об опасности для украинцев в Египте. В Симферополе зацвела сирень, далее подробно. В Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 87. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на полицию, среди задержанных 20 несовершеннолетних. По данным руководителя штаба полиции Аванеса Кочеряна, по 33 из 87 задержанных открыли административное производство, которое предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов, это чуть более $100. Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних. Исследования российской аннексии Крыма по открытым источникам показали, что в вооруженных силах России есть отдельная каста военных, которых используют для ведения захватнических войн. Об этом в эфире радио Крым Реалії заявил спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Ми ж представили громадськості світу список з 1097 персон, які мають чітко імена, фамілії, посади. Загалом росіяни використовували військовослужбовців своїх в трьох основних чинниках. У вигляді цивільних вони прибували, формували так зване ополчення, самооборони, курували їм, безпосередньо приймали участь в блокуванні українських військових частин. Судя по данным из различных открытых и закрытых источников, многие из этих военных участвовали в аннексии Крыма. Министерство иностранных дел Украины советует украинцам учитывать ситуацию с безопасностью при планировании поездки в Египет. Цитирую, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины при планировании путешествия в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также ситуацию с проведением в стране антитеррористической операции. Тем гражданам, которые находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил, говорится в сообщении министерства. В Симферопольских дворах, парках и скверах зацвели кусты сирени. В ботаническом саду имени Николая Багрова, так называемого Крымского федерального университета, полностью распустились ранние белые сорта. Начинается цветение и более поздних. Экспозиция сиренария представлена 80 видами и сортами сирени. И о погоде на полуострове. Температура воздуха на данный момент плюс 12 градусов. На Чонгаре, в Новоалексеевке плюс 13. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. 19 апреля 8 по старому стилю 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест, знаменовавший ликвидацию Крымского ханства и аннексию его территории России.
Была ли возможность 235 лет назад избежать такого исхода российско-крымского противостояния, что общего и различного у двух российских аннексий Крыма, и как на полуострове сегодня культивируют ностальгию по царским временам? Об этом мы будем говорить с гостем моей студии Богданом Короленко, кандидатом исторических наук, сотрудником Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте. Доброго ранку. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Царский Крым. После аннексии Крыма на полуострове принялись активно устанавливать памятники российским монархам. Так, в ноябре прошлого года в Ялту приехал президент России Владимир Путин, чтобы лично презентовать местным жителям новый монумент императору Александру Третьему. Памятник установили в парке Ливадийского дворца. Современники называли его царем-миротворцем. Но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не поступками, не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире. После церемонии открытия журналисты и блогеры обратили внимание на неточности в информации на монументе. Некоторые историки утверждают, высеченное на памятнике изречение «У России есть только два союзника, ее армия и флот» на самом деле не принадлежит Александру Третьему. Годом ранее в Евпатории воздвигли памятник Николаю II. С другим монументом, последнему российскому императору, который установлен в Симферополе, у здания Российской прокуратуры Крыма, и вовсе происходят чудеса. По крайней мере, так в эфире телеканала «Царьград» утверждала бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Что? Да. Еще до 2014 года пророссийские активисты хотели установить на полуострове памятник российской императрице Екатерине II, которая причастна к первой аннексии Крыма в конце 18 века. Против будущего монумента выступила крымско-татарская общественность. Однако летом 2016-го памятник императрице все же открыли в Симферополе. Кроме того, возле российской администрации Симферополя установили бюст фавориту Екатерины, князю Потемкину. Он также сыграл значительную роль в аннексии полуострова Российской империей. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Так, непростая дата в крымской истории, рубежная дата для многих, безусловно, там, камень преткновения для кого-то, для монархистов, для сторонников Великой Российской империи, вставания с колен, собирания земель русских. Это, безусловно, выдающийся успех и, можно даже сказать, триумф. Для представителей крымско-татарской общественности, для тех, кто потерял свою государственность 235 лет назад, разумеется, это что-то вроде дня траура специфического. Вот можно ли было 235 лет назад каким-нибудь образом, ну, простите за такое слово, пропетлять? Можно ли было избежать вот такого финала аннексии Крыма России? Или это было настолько же неизбежно, как неизбежен восход солнца на востоке, и все попытки там какой-нибудь там остров Крым, отдельный, маленький, независимый, вообще рядом с Большой Российской империей не мог бы существовать? Ну, насправді, питання риторичне. Чи міг Кримське ханство в 1783 році встояти перед натиском Російської імперії? Це по-перше. По-друге, відомий вираз Потьомкіна, який писав Катерині, що Крим – це як бородавка на носу Російської імперії. Тому, в принципі все було вже вирішено. При такому сусіді, яким для Кримського ханства була Російська імперія, питання насправді було вирішене щодо майбутнього Кримського ханства. І, власне, залишалося лише виключно питанням часу. Можно ли говорить, что вот был какой-то такой момент до этой первой аннексии, об этом мы еще скажем, какой-то момент, когда это решение было наконец принято, и весь вопрос был только в сроках? Или решение захватить Крым у Петербурга, у императорского двора возникло спонтанно?
Ну, знову ж таки, ідея майбутньої анексії, майбутнього приєднання силовим шляхом Криму, вона насправді визрівала там кілька століть. Тобто це не було якимось одномоментним рішенням, таким озарінням російської імператриці, що давайте зараз ми все-таки анексуємо Кримське ханство, зважаючи там на його слабкі позиції, зважаючи на сприятливу геополітичну ситуацію. Насправді кілька століть ця ідея так чи інакше обговорювалася. Так чи інакше ця ідея, вона витала в урядових колах ще починаючи там з Московської держави, потім Російської імперії. Просто саме на останню чверть, останню третину 18 століття дійсно склалися сприятливі геополітичні ситуації. Це і успіхи Російської імперії на ниві дипломатії, так? Це і успіхи російської зброї в російсько-турецькому протистоянні. Ну і третя вагома підстава, причина, власне, падіння незалежного Кримського ханства – це його слабкість. Тому що маленька, компактна держава з незначним населенням за демографічними показниками, звісно, не могла встояти проти потужної Російської імперії. З іншого боку, станом там на 1783 рік Росія так чи інакше вирішила свої питання, зокрема там на Заході, так? На Балтійському морі. А от на півдні завдання стояло вихід до Чорного моря, будівництво там військово-морської бази великої, для подальшого наступу на Турецькому фронті. Знову ж таки, відомий так званий грецький проект, це зовнішньополітична доктрина Російської імперії, метою якої було зруйнування Османської імперії, власне, вигнання османів з Європи, з їх європейських володінь, і на уламках Османської імперії відбудова східної грецької держави, на чолі якої мав бути представник російського імператорського двору. После 2014 года в украинском политическом таком публицистическом дискурсе словосочетание «первая аннексия Крыма» поселилось всерьез и, возможно, навсегда, если не надолго. В то же время в России по-прежнему это называют присоединением Крыма к Российской империи. Вот с научной точки зрения, правомерно ли говорить о том, что в 1783 году произошла именно аннексия? Или это натягивание совы на глобус и современной терминологии на события 200-летней давности? Згідно політологічного словника, це була анексія. Зрозуміло, що анексія, сам термін анексія в контексті тих подій, які відбулися в 2014 році в Автономній Республіці Крим, загарбання цього регіону України Російської Федерації, звісно, що цей термін і для українського суспільства, і для, власне, політичного істеблішменту, він досить таки новий. В 2006 році я захищав кандидатську дисертацію, присвячену якраз першій анексії Криму, і на вченій раді під час захисту один із професорів запитав, а що таке анексія? Чому анексія? Чому не приєднання? Тобто, насправді, дійсно, це був абсолютно новий термін. Але з 2014 року, ми вже говоримо про другу анексію, тому що перша анексія відбулася в 1783 році. Чому це анексія? Тому що, насправді, це не було просто собі приєднання держави. Тому що формально, станом на 1783 рік, Кримське ханство було незалежною державою з 1774 року. Знову ж таки, на чолі держави Кримського ханства був останній кримський хан Шагін-Гірей, російський ставленик, власне, поставлений туди російською зброєю, тому говорити про якесь там добровільне приєднання ми не можемо, оскільки ситуація була безальтернативною, і, власне, Шагіна-Гірея змусили зректися престолу
там йому пообіцяли дуже багато, але насправді він потім трагічно закінчив своє життя. Тобто це було силове приєднання за допомогою зброї незалежного державного утворення Кримського ханства. Попри те, що воно було маленьке, компактне, про що ми говорили, але це було незалежне державне утворення. Чому воно стало незалежним державним утворенням? Тому що так було вигідно Росії. Власне, це така була багатоходовочка, як любить говорити російський президент Володимир Путін, і яке, власне, завершилося поглиненням Російською імперією незалежного Кримського ханства. Те, що Російська імперія відповідно не ставилася до Кримського ханства як до незалежної держави, навіть свідчить той самий назва маніфесту 1783 року, де взагалі не йдеться про жодне державне утворення, про якесь Кримське ханство. Просто маніфест о присоединении полуострова Кримського і всієї Таманської сторони під державу російську. Тобто, власне, знову ж таки, це говорить про анексію, а не про якесь там добровільне об'єднання двох держав, величезної імперії и маленькой квази-незалежной державы. Вот тут я этот вопрос задавал, кажется, год, наверное, 2 назад, и могу попробовать задать его сейчас, вдруг что-нибудь изменилось. Есть ли возможность провести какие-нибудь параллели? Вот у меня просто сейчас дежавю очень мощное случилось. Вот можно ли провести какие-нибудь параллели между тем, что произошло в 1783 году и 2014 году? Есть ли какая-нибудь такая вот матрица сопоставления первой и второй аннексии Крыма? И если да, то какие выводы можно было бы сделать современникам нашим с вами по ситуации 1783 года? З точки зору ідеології, політики пам'яті, історичної пам'яті, так, друга анексія 2014 року, вона стала якраз можливою завдяки анексії 1783 року, першій анексії. Можна проводити досить багато паралелей, тому що в 1774 року в результаті переможної для Російської імперії російсько-турецької війни 1768-74 років Росія зажадала від Османської імперії фактично відмовитися від її сюзеренітету над Кримським ханством, проголосити Кримське ханство незалежною державою для того, аби за менше ніж 10 років остаточно поглинути, інкорпорувати це державне утворення. В 2014 році ми знаємо, що формально був так званий референдум, на якому було проголошено так звану незалежність. Зрозуміло, що все це було фіктивно. Знову ж таки, як і в 1974 році, тому що ні Османська імперія, ні тим більше Кримське ханство не бажало якоїсь там незалежності, незрозумілої. І потім було приєднано в 1783 році на підставі добровільного зречення Шагін-Гірея, на підставі там звернення кримсько-татарської знаті про те, що вони втомилися від воєн, від громадянської війни на Кримському півострові. Тому вони хочуть знайти успокоєння під сенью Російської імперії. Десь так в 2014 році боялися міфічних правосеків, які їхали там потягами через всю Україну для того, щоб поставити русських людей на коліні. Справа в тому, що в 1983 році русських людей там не було, а в 2014 році удавані русські люди там були. І знову ж таки з метою захисту, і в 1783 році захисту спочатку там кримських християн, яких було за 5 років до того депортовано з Криму, а потім, власне, татар, які не могли дати собі ради з тією незалежністю. Так само в 2014 році вже Російська Федерація, Путінська Російська Федерація заявила, що вони не можуть споглядати на оті загрози, які можуть бути в Криму, і тому вони приєднують, і Крим повертається в рідну гавань. Але насправді ісконно руський Крим це 1783 рік, тобто він ніякий не ісконний, і насправді він завойований, а не здобутий там мирним шляхом, про що говорив Володимир Путін в 2014 році. Є інші паралелі.
Паралелі там це ті сили, на які опиралася Російська імперія до 1783 року, тому що це не був одномоментний такий акт анексії, проголошення маніфесту і все. Насправді тривала робота Російської імперії по анексії Кримського ханства в 1783 року, щонайменше там 2 десятки років. Так, власне, саме в 2014 році Російська Федерація зробила ставку на проросійські сили, тобто заохоченням майбутніх посад, очевидно, що грішми. Як і в 1783, так і в 2014 році були зелені чоловічки, тільки тоді це були там зелені чоловічки Долгорукого, Дебальмена і інших, Суворова, інших діячів. А в 2014 році це були військовослужбовці Російської Федерації без розпізнавальних знаків. Тобто дуже багато паралелей можна проводити. Знову ж таки, наприклад, і в 1783 році була самооборона, це арнаутські команди, переселені туди незадовго до анексії 83-го року. В 2014 році це були, знову ж таки, народна самооборона з проросійських сил, посилена, знову ж таки, зеленими чоловічками з Російської Федерації. Дуже багато таких паралелей, аналогій можна проводити. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии к разговору с Богданом Короленко. Вот в нашем сюжете были освещены, скажем так, самые главные памятники царской эпохи российским правителям, которые за последние 4 года возвели в Крыму. Вот можно ли говорить о том, что на сегодня на территории Крыма происходит какая-то такая специальная культивация царского имперского периода с соответствующими там сантиментами? Путин приезжал открывать памятник Александру Третьему? Или это, в общем-то, скорее случайность? Ні, це не випадковість. Зрозуміло, що це не випадковість. Відразу після другої анексії Криму 2014 року Затулінський інститут стран СНГ провів конференцію велику в Криму з приводу повернення, власне, російської історичної пам'яті Криму. Зрозуміло, що це імперською. Йшлося про те, що треба повернути історичне названня там топоніміки, кримська і так далі. Зрозуміло, що ніхто не говорив про кримсько-татарську топоніміку. Якщо там в 1783 році, відразу після анексії, була стартана від назва Крим, не говорячи вже про Кримське ханство, ми знаємо, що це була Таврійська область, Тавріда, потім низка перейменувань міст, Кафа стала Феодосією, Гезлєв став Євпаторією і так далі і тому подібне. Зрозуміло, що це ментальне маркування території. Тобто, зрозуміло, що легше пояснювати не тільки там світу, але й пересічному російському громадянину, що дійсно Крим російський, коли, наприклад, є пам'ятник Олександру Третьому, є мироточащий бюст Ніколаю II і так далі і тому подібне. Тому що, власне, всі ці пам'ятники, вони виступають такими ментальними маркерами території, власне, і це дає право на рівні там ідеології, ментальності привласнювати ту чи іншу територію. Той самий пам'ятник Єкатерині II, да? Тобто Росія показує, що, власне, пам'ятник Катерині II в Криму не просто так, тому що це імператриця, яка там принесла цивілізацію. Зрозуміло, що ми розуміємо, що цивілізація в лапках на територію Криму. Власне, і вся історія Криму, очевидно, розпочинається в 1783 році, а все інше – це доисторический материализм. Мне говорят, что у нас на связи слушатель. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, господа.
И вот слушая вас, я слушаю с интересом, но мне хотелось все-таки понять, в чем разница в подходе в оценке исторических событий историка и ангажированного пропагандиста. Объясните, пожалуйста, мне. Вот, спасибо вам за ваш вопрос. Вот мы с вами кто, Богдан? Вот мы с вами историки или заангажированные пропагандисты? І в чому різниця між цими підходами? Ну, я думаю, що, власне, ми не зовсім адресати цього питання. Ми історики, ми фахові історики. Що стосується мене, то це моя тема і моїх наукових інтересів, і, власне, тема моєї кандидатської дисертації. Тобто, про те, про що я говорю, ну, власне, я, очевидно, маю право говорити, тому що ті факти, якими оперую, це, власне, здобутки і історіографії, і, власне, широкої джерельної бази. Я працював з архівами кримськими, тоді, коли це ще можна було працювати. До речі, я не знаю, чи збережуться ті документи часів там постанексії кінця 18 століття в Державному архіві Автономної Республіки Крим. Власне, це велике питання. А якраз ісконно руський Крим – це продукт пропаганди. А те, що Крим не ісконно руський, власне, це результат наукових досліджень. Власне, ну, таке моя відповідь на таке питання. Ну и раз уже мы затронули, будем завершать программу. Как сегодняшнее украинское государство борется, не добаривается и как должно бороться за вот украинское видение истории прошлого полуострова, за как должно противостоять российскому вот этому нарративу про исконно русский Крым, или эта задача в наших условиях пока недостижимая? Ну, знову ж таки, є радіо Крим Реалії, так? Власне, держава мусить проводити і вона проводить, власне, популяризаційну діяльність. І те, що в 6-му році ніхто не знав, що таке анексія, в 18-му році знають, що таке анексія. Тому, власне, ця справа зрушилася. Дійсно були проблеми. З 91-го року українська держава, чи, вірніше, влада, українська влада розглядала найбільшими ймовірними опонентами в Криму кримських татар, а не проросійську більшість, тому що це була проросійська більшість, і, власне, демографічна статистика це підтверджує. Тому культурна українська політика в Криму, на жаль, не проводилася. Власне, і події 2014 року яскраво засвідчили те, що внаслідок відсутності державницької української культурної політики, насамперед культурної політики в Криму, в тому числі стала можлива анексія 2014 року. Тому що, з одного боку, була потужна проросійська партія в Криму. Ми знаємо, що кожного року, в квітні місяці, відбувалися там масові заходи з приводу чергової річниці, присоєднення, воссоєднення Крима з Російською імперією, там, з Росією і так далі. Вони жодним чином не присікалися відповідними компетентними органами української держави. Тобто на це дивилися крізь пальці, просто як такі невинні забавки проросійської більшості. Насправді ми знаємо, на жаль, що це не були невинні забавки, і в тому числі вони зробили можливими ті події 2014 року, той так званий референдум, навіть незалежно скільки там проголосували, але сам факт той, що ідея в лапках повернення Криму Російській імперії, її в лапках законному власнику, вона була популярною, вона пройшла там тривалу еволюцію. Власне, це була проблема, і яка вилилася в 2014 році в анексію Российской Федерации Автономной Республики Крым. Что ж, будем надеяться, что из этого будут вынесены соответствующие уроки. Благодарю Богдана Короленко, кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти, который был сегодня моим гостем. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Микрофон для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии?
Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.